Темпы реализации программы переселения из аварийного жилья в Кайгородском районе опасений не вызывают. В этом лично убедилась первый заместитель председателя правительства Республики Коми Эльмира Ахмеева в рамках выездного заседания регионального правительства. Сегодня в муниципалитете строят сразу 4 многоквартирных дома для переселенцев, причем возводят их по новым для района проектам из домокомплектов высокой степени заводской готовности. Эти и другие подробности обширной рабочей программы в репортаже Виктории Палкиной. Вот так выглядит будущая новостройка в разобранном виде. На сборку современного деревянного конструктора у строителей уходит чуть больше 2 недель. Домокомплекты высокой степени заводской готовности необходимо установить на фундамент, дальше монтаж окон и дверей, подведение коммуникаций и внутренняя отделка. Первому заместителю председателя правительства Коми показывают готовый вариант. Только в селе Подь в этом году возведут 3 многоквартирных дома по программе переселения из аварийного жилья. Еще один появится в Койдине. Прописка поменяется у 23 сельчан. По проекту подрядчику необходимо провести и благоустройство территории. Выровняем участок полностью, сделаем дренаж, завезем чернозема, все, и сделаем тротуары деревянные. А в Доме культуры села Подь еще только ждут строителей, точнее ремонтников. Неприятным сюрпризом для местных культработников стала протекающая крыша. Капитальный ремонт кровли здесь провели в 2008-м, а потому подвоха сверху никто не ожидал. Из-за крыши больше пострадала наша библиотека модельная, потому что именно над библиотекой оторвался кусочек, да, и потекло мы вообще не ожидали, потому что, в принципе, все давно мы говорили, что ремонт там хороший, а оказалось, что под низом вот где-то есть дырочки, которые протекают, которые были вот именно запаяны. На ремонт кровли и стен направят больше 2 миллионов рублей. Деньги выделили в рамках наказов избирателей и инициативного проекта. И здесь Эльмира Ахмеева напомнила местным властям о необходимости полного контроля работы подрядчика. Лето короткое, объемы большие и задержек быть не должно. Снова о ремонте, но уже о совсем других суммах, говорили в райцентре. Всего 1/3 домов Кайгородка сегодня подключены к канализации, а потому модернизацию системы водоотведения в Кайгородке ждут очень давно. Канализация – это, конечно, первостепенная и значимая. Ведь мы как бы живем в современном мире, и каждому хочется установить там душевую кабину, и стиральную машину и так далее. Но с учетом того, что там выгребные ямы, это невозможно. А канализация – это ведь огромный шаг в мир будущего. Правда, пока это далекая перспектива, а вот обновление нынешней схемы уже запустили. Первым шагом станет установка сливной станции. Сегодня есть проектно-сметная документация, одобрение контролирующих органов. Параллельно идет подготовка к новому отопительному сезону. Котельную в райцентре планируют перевести с мазута на биотопливо. Здесь уверены, с топливом проблем не будет. Это порядка 2,5 тысяч тонн брикетов. Если все нормально пойдет, мы, в принципе, готовы еще 5 есть в этом году на брикеты. Потому что опыт есть, мы работали порядка 4 лет здесь в районе брикетов. Сложности не вижу, оборудование позволяет, люди обучены. Процесс перевода кочегарок на экологическое биотопливо запустили по всей республике. По словам Эльмиры Ахмеевой, сегодня регион ждет одобрения федерального центра на выделение средств для ускорения этого процесса. Это почти 1,8 миллиардов рублей. Будут выделены специальные казначейские кредиты для перевода котельных на биотопливо, поэтому для Кайгородский район в этой программе обязательно будет участвовать. И уже надеемся, как после того, как нам доведут деньги, до конца года мы уже приступим непосредственно к монтажу, закупке, монтажу и запуску котельной, работающей на биотопливе здесь, в Кайгородском районе. Федеральный центр готов поддерживать в регионе и продвижение культурных проектов, главный из которых – Пушкинская карта. Кайгородский район и еще 6 муниципалитетов пока в аутсайдерах по продажам билетов на мероприятия по Пушкинской карте. В пример приводят Печору, Сыктывкар, Воркуту, Сысольский и Прилузский районы. Сегодня к проекту по всей республике уже подключены 4 частных, 13 государственных, 77 муниципальных учреждений досуга. Очень яркий, очень интересный проект для нашей молодежи от 14 до 22 лет. За последний год мы, конечно, очень сильно подтянулись в показателях. И сейчас по северо-западу мы на 6-м месте. Очень надеюсь, что в ближайшее время мы войдем в 5 лидеров. Потому что действительно сегодня все государственные учреждения у нас подключились к реализации данного проекта. И практически все наши муниципальные образования тоже активно подключаются.
Еще одной темой выездного заседания регионального правительства стало развитие рыбоводной отрасли республики. И здесь Кайгородку есть что показать. На территории района развивают два типа хозяйств – садковое в Кажеме и площадку замкнутого водоснабжения в самом райцентре. Подходы у фермеров разные, проблемы одни. Высокая стоимость качественных кормов и удаленность Коми от основных центров рыбопосадочного материала. По поручению первого заместителя председателя правительства республики будет разработана дорожная карта по поддержке этой сельхозотрасли, где предусмотрят дополнительные меры поддержки рыбоводов. Виктория Палкина, Павел Люленмин, телеканал Юрган, Кайгородский район.